В последнее время водители города Якутска стали избегать движения по улице Орджоникидзе. Ситуацию усугубляет ремонт проспекта Ленина, близость к крупному ТРК Туймада и возникающие новые светофоры. Именно на это жалуются водители. Давайте разберемся, как новые светофоры влияют на движение автомобилистов города Якутска. Все-таки в Якутске есть проблема именно касаемо транспортного планирования, поскольку у нас же все-таки при планировании не учитывается приоритизация. То есть у нас все-таки делается все по старинке. Ну, хорошо или плохо, это лучше, наверное, общество будет судить. Но с точки зрения урбанизма и грамотного транспортного планирования, все-таки приоритизация у нас должна даваться человеку, пешеходу, общественному транспорту, новым видам мобильности, городской, малой мобильности, велосипеды, самокаты и так далее. У нас же немного идет все по-другому. У нас приоритет отдается, как мы видим, автомобилям. Все делается, чтобы автомобилю, личному транспорту было комфортно. Вот. В целом картина такая. Как общество может повлиять на развитие своего города в плане транспортной сети, логистики? Нужно создавать запрос общественный, говорить об этом больше, писать об этом больше, привлекать внимание именно к транспортному планированию, внимание общества. То есть элементарно снимать об этом сюжеты, писать статьи, какие-то посты в социальных сетях и так далее. Что касаемо именно светофоров, то не нужно воспринимать светофор как метод воздействия на статистику ДТП, то есть как метод решения этих проблем. Потому что у светофора немного иная задача. Это просто регулятор движения. Других функций у него нет. Что касаемо, например, безопасности дорог, светофор на это играет в меньшей степени. В большей степени все-таки, если мы говорим о безопасности, то тут есть иные подходы. Например, успокоение трафика, ограничение скорости, опять же, приоритизация общественного транспорта и так далее. На ваш взгляд, вот этот светофор, он был необходим или нет? Именно в контексте вот этого перекрестка я считаю, что да, поскольку у нас же все-таки главная магистральная дорога, она сейчас в ремонте, и, по всей видимости, они приняли решение, чтобы не создавалось заторов, как-то урегулировать здесь движение, потому что поток здесь все-таки плотный, интенсивный и пешеходов, и автомобилей. И, по всей видимости, светофоры здесь временные, и чтобы этот кусок, он и так был очень аварийным и без этих светофоров. Но, видимо, других каких-то решений, подходов пока не нашли. Но я считаю, что да, это необходимость именно в данном случае. Еще один вопрос. Что первично, чьи интересы, скорее всего, будут нужно соблюдать, пешеходов или автолюбителей? У вас есть автомобили или нет? Пешеходов у меня был, но я его, к сожалению, благополучно продал. Вообще пешеходов, поскольку пешеходов всегда будет больше. И учитываться интерес должен всегда большинства. Вот с такой логики именно надо подходить к транспортному планированию. Ну и самое важное, пешеход наименее защищенная ячейка общества и в транспортном, и в городском планировании. Поэтому человека нужно оберегать. Хватает ли в городе Якутске светофоров и не затрудняют ли они движение, особенно вот новый светофор, который появился на Орджоникидзе? Я думаю, что очень много светофоров на вот эти такие маленькие перекрестки. И я думаю, что затрудняет, конечно. Очень много. Затрудняет? Да, конечно. Нет, нормально. Нормально? Да. Ну, нормально, достаточно, хватает, нормально. А как он вот участок на А вот Орджоникидзе? этот вот, да, вот здесь вот немножечко проблемно. Это точно. Нет, конечно, недостаточно. Недостаточно? Нет, конечно. Должно быть Но больше. отдать должное, на пешеходной дорожке автомобилисты останавливаются. Ну, светофоров нормально, но дорога очень узкая, видите, пробки большие. И автобусов очень мало, очень задержки ходят. Ну, а так все вроде устраивает, все не нарушают, светофоры работают исправно. Как мы знаем, что сейчас у нас идут ремонтные работы на проспекте Ленина. Они идут поэтапно от площади Орджоникидзе. И когда они перешли на улицу Амосова, точнее открыли улицу Амосова, возникла необходимость в установке светофорного объекта. В кратчайшие сроки его установили, и сейчас, как мы видим, работает все хорошо. Ну, не поступало ли в управление жалоб от автолюбителей по поводу установки? Вообще, как автолюбители реагируют на установку новых светофоров? Реакция именно этого светофора очень хорошая. Все, наоборот, положительно отзываются об этом светофоре.
Он у нас регулирует потоки. Раньше у нас здесь светофора не было, и получается с улицы Амосова были заторы, чтобы заехать сюда. А сейчас их нет. А какова процедура вообще установки светофоров? Как это происходит? Поступает какая-то заявка? Как роль ГИБДД в этом всем? Ну, каждый светофорный объект, он для начала как бы обсуждается по потокам. Как правило, оно обсуждается на комиссии безопасности дорожного движения, и потом принимается определенное решение и ставится светофорный объект. А кто входит в комиссию? В комиссию входят ГИБДД, представители Якутской городской думы, представители структурных подразделений города Якутска. И автодорожный надзор, ну еще и планируем, призываем прокуратуру. Будет ли в дальнейшем увеличение количества светофоров после ремонта? Вообще, что после ремонта поменяется в дорожной инфраструктуре нашего города? Ну, по проспекту Ленина все светофорные объекты, они останутся такими же, как и были. В общем, по движению общественного транспорта в следующем году уже будем пересматривать всю сеть города и будет приниматься определенные решения. А в настоящее время, как сложилось испокон веков, у нас из 18 маршрутов городских 16 маршрутов они ездили по проспекту Ленина. Это, считаю, что избыточно, потому что проспект Ленина необходимо немножко освобождать. А движение по Орджоникидзе, оно будет таким же затрудненным? Здесь довольно-таки много пробок. Как вот с этим проблемой борются? Ну, как откроется проспект Ленина, улица Орджоникидзе освободится. Раньше еще был проект по тому, чтобы как однополосное, ну как движение, да, когда человек заезжает на машину. Будет ли этот проект продолжаться? Осенью, когда принималось решение по движению автотранспорта, было принято решение оставить его в двухполосном, ну точнее односторонне не вводить, и пока сохраняется. Также был еще один проект, когда автомобилист заезжает на дорогу, и у него светофоры включаются, соответственно, когда он подближается к ним. Вот с этим вот как у нас обстоят дела, эти проекты? Ну, все светофорные объекты до оснащения светофорных объектов, которые, ну, с таблом обратного отсчета, скажем так, они тоже принимаются в рамках межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. И плюс еще туда добавляется предложение ГИБДД. Ну, давайте сделаем какую-то рефлексию. Получается, этот светофор здесь был необходим для того, чтобы разгрузить потоки и чтобы было меньше пробок. Да, само собой.